Время новостей Татарстана на ТНВ. В студии Алексей Калиничев. Здравствуйте, и вот о чем расскажем. Ушел на работу и не вернулся. Такой молодец, красавец. Молодой красавец. За нашу тишину погиб человек. Как сегодня в Нижнекамске попрощались с Динаром Саматовым, расскажет Сергей Хайдаров. Башкортостан празднует столетие со дня образования. Это был жизненно важный шаг для объединения молодой Советской Республики. О главных торжествах Милюша Латыпова. На улице холод, но в сердцах весна. Как в Казани сегодня отметили Наурус. Альбина Асылгараева. Потеряли сына, мужа, отца и друга. Сегодня в Нижнекамске простились с Динаром Саматовым. Напомним, накануне 33-летний полицейский был тяжело ранен, а позже скончался в машине скорой помощи. И это не просто криминальная история, это история о большой потере и человеческой трагедии. С самого утра к отделению полиции, где проходила панихида, шли сотни человек. Среди них друзья, коллеги и горожане, даже не знавшие Динара. Сегодня с самого утра у здания УВД сотни людей. На глазах слезы, в воздухе тишина. Циничное убийство Динара Саматова повергло в шок весь город. Здесь родные, друзья, коллеги и просто нижнекамцы, которые совсем не знали молодого майора, но пришли поддержать его семью. Дети должны родители хоронить, а не родители детей. Такой молодец, красавец. Молодой красавец. За нашу тишину погиб человек. Чтобы мы нормально жили в тишине. Чужой человек, я не могу успокоиться прямо. Жалко. Ну а как же? Подумаешь, вот так, Господи, мурашки по телу. Ему было всего 33. Родители, жена, коллеги, никто до сих пор не может поверить в то, что Динара больше нет. Попрощаться с ним пришли и те, кто знал его с самого детства. Очень добрый, умный и всегда веселый. Таким Динара Саматова помнят одноклассники. Математику любил. Это был предмет. Очень глупо. Жизнь так отнять у человека, я не знаю. Хороший, работоспособный ученик, ответственный. Я никогда не слышал, чтобы от кого-то он получил от учителей замечания. Это кадры с камеры наблюдения. На них видно, как неизвестный подходит со спины к Динару и бьет несколько раз в шею ножом. При этом, несмотря на ранение, майор полиции пытается задержать преступника, но раны оказались смертельными. Несмотря на все реанимационные действия, полицейский скончался в карете скорой помощи. Хорошим человеком был. И при жизни веселый, и свою работу хорошую делал. Никогда не видел его грустным. Всегда общительный был, хорошо обращался. Динара Саматова похоронили в деревне Туба Нижнекамского района. Власти города уже сообщили о готовности оказать помощь семье полицейского. Сергей Хайдаров, Раушания Сибатова, Евгений Лызаев, ТНВ, Нижнекамск. Сегодня Рустам Минниханов провел заседание Совета директоров ПАО «Татнефть». Ожидается, что за год компания получит почти 4 миллиона тонн нефти за пределами республики. На заседании отметили перспективность работ в Ненецком автономном округе. К тому же ведутся переговоры по участию «Татнефти» в совместных проектах в Казахстане, Узбекистане и Иране. Здесь же рассмотрели итоги исполнения бюджета за 2 месяца и утвердили бюджет на апрель и второй квартал этого года. Планируется выплата заработной платы за март в сумме 1 миллиард 738 миллионов рублей. Бюджет Российской Федерации планируется заплатить 29,4 миллиарда рублей. Бюджет Республики Татарстан в сумме 4,3 миллиарда рублей. В том числе платежи по налогу на прибыль по КГМ в сумме 3 миллиарда 736 миллионов рублей. Сегодня, 23 марта, свое столетие празднует Башкортостан. Поздравить с вековым юбилеем Братскую Республику приехал и президент Татарстана Рустам Минниханов. Главные юбилейные торжества прошли в Уфе в Государственном концертном зале «Башкортостан». Подробности в материале Елены Веселовой. Курай – символ истории башкирского народа. Не случайно концерт сегодня начинают его мотивы. Ровно 100 лет назад в этот день Башкирия стала первой советской автономией в составе РСФСР. Это был жизненно важный шаг для объединения молодой Советской Республики. Так, век назад было положено начало
формированию федеративной модели нашего государства, его национально-культурной политики. Башкортостан и Татарстан. Схожая культура, традиции и даже языки. К жителям республики с поздравлениями Рустам Минниханов обращается на татарском. Башкортостан килешекте дагырлап турар. Пусть Башкортостан будет сильным, пусть наши народы живут дружно и сотрудничают ради общего блага, говорит Рустам Минниханов. В подарок от президента Татарстана картина Абракабсгильдина «Акмула», что весьма символично, ведь он известный татаро-башкирский просветитель. Рустам Минниханов чуть позже скажет журналистам: мы не только соседи, мы еще и деловые партнеры. Мы взаимозависимы, мы друг друга дополняем. И это очень важно. Мощнейший инвестиционный конгресс у вас, мощнейший у нас. И они тоже не конкурируют, они наоборот друг друга дополняют. В зале сегодня танцы и песни разных народов. Башкортостан – многонациональная республика. Только татар порядка 500 000. Во мне течет и татарская, и башкирская кровь, и поэтому мне все, что связано с культурой Татарстана и Башкортостана, с историей этих двух народов, очень близко. Башкиры мечтаем вторую родину. Уже больше своей жизни живу в Башкирии. Башкортостан – это кладница России. И не только по богатству, а по отношению людей друг к другу. Фотовыставки, картины, арт-объекты. Этот год для Башкирии богат на события. В рамках празднования столетия Башкортостана в апреле в Уфе пройдут дни Республики Татарстан. Елена Веселова, Милюша Латыпова, Рузель Имамов, ТНВ, Уфа. Но в самом Татарстане отмечают ставший уже интернациональным праздник Наурус. Яркие национальные костюмы, восточные сладости, неизменная атрибутика праздника весны. И сегодня представители диаспоры автономии собрались все вместе на торжество. Альбина Салгараева на себе почувствовала, что такое восточное гостеприимство. На горы Сурна и Кубы с звуками национальных инструментов татары, башкиры, азербайджанцы, туркмены, таджики, узбеки и киргизы зазывают к своим столам. На угощение килограммы ароматного плова. Запах хорошего, поэтому начали с плова. Сухофрукты, сумаляк приготовили на этот день. Сумаляк – главное лакомство и обязательное блюдо на наурузском столе. Основой для него служат пророщенные зерна пшеницы. Сумаляк всю ночь томится в казане и к утру набирает вкус и карамельный цвет. Попробовать. Такая кислая сгущенка как будто бы, да? Немножко. Это символ весны. У нас праздник выращивают такие пшеницу. Скажите, пожалуйста, а как в Азербайджане празднуют Наурус? Так же, вот такого праздника. Похоже это? Похоже, да. Что обычно происходит? Ходят друг к другу в гости, угощения, танцы? Обязательно. Люди долго ждали этот праздник. Для тюркоязычных народов после 21 марта наступает новый период жизни, в который человек вступает обновленным и очищенным. И это ли не повод встретить праздник с радостью, в мире и согласии? В 2009 году этот праздник был поддержан ЮНЕСКО. В 2010 году Организация Объединенных Наций учредила как международный праздник Навруз. И мы все ждем этой весны. Навруз, Новый день или Новый год по солнечному календарю отмечается уже 3000 лет. И в Татарстане он уже вышел за рамки национального. В зависимости от страны Наурус называют по-разному. Например, в некоторых странах его называют Новруз, где-то Нырыз, где-то Нурус. И в зависимости от народа празднуют его тоже несколько дней. Например, 2 дня, а где-то и 2 недели. Сегодня многие казанцы пришли сюда просто погулять и разделить веселье. Все мы одинаковые. У нас сердце у всех одно и то же, одинаковое. И надо дружить. Атмосфера такая дружеская, с братскими народами. И песни, и пляски, и вот плов вкусный купили. Очень нравится. Первый раз мы. На Наурус сегодня даже солнце спустилось с небес, а потому, несмотря на тучи и снег, праздник получился теплым, грелись и теплом сердец. Праздником! Альбина Салгараева, Игорь Романов, ТНВ, Казань.
Плюс днем, минус ночью. В результате ямы на дорогах. С их ремонта начинается сезон больших работ у дорожников. В Челнах с этим решили не затягивать и за проблему взялись уже сейчас. В помощь работникам специальный асфальт, который можно использовать и при минусовой температуре. Подробности у Зарины Ахметовой. Весенние плоды на любой вкус. Ямы обыкновенные, средних размеров, со щебенкой и без. Вот такие яблоки и ягоды по всему городу. Улица Шамиля Усманова, плохая дорога. Местные проезды, очень плохие дороги. Но она проблемная, я знаю, в прошлом году вообще большие ямы были. По дорогам, которые не центральные. Как вот так вот и ездим по ухабчикам. За ремонт самых глубоких ям дорожники Челнов взялись уже сейчас. Работают и днем, и ночью, несмотря на погоду. Латают дорогу специальным горячим асфальтом. Технология рециклера. Замешиваем битум, фрезерованный асфальтобетон, минпорошок, греем. Потом просушиваем полностью ямы и заливаем. Заливают яму глубиной более 5 сантиметров. На ее высыхание при минусовой температуре уходит около часа. Поэтому работать в ночное время дорожникам удобнее. Выявлять наиболее опасные участки дорог помогают и сами челнинцы через портал «Народный контроль». К более масштабным ремонтным работам предприятие автомобильных дорог планирует приступить через месяц. И совсем скоро ямочный ремонт стартует и в Казани. Зарина Ахметова, Любовь Захарова, Радик Ганеев, Марьям Файрушина, Ленар Султанов, ТНВ, Набережные Челны. Под красными знаменами сегодня в Казани прошел митинг КПРФ. Посвятили его защите социально-экономических прав граждан. Собрались в парке имени Тинчурина. В основном это пенсионеры, сторонники партии. Основные темы, которые затрагивали коммунисты: пенсионная реформа, проблемы дольщиков, тарифы за ЖКХ, переселение из аварийного фонда и система образования. Патриотизм, любовь к родине, отчизне, родителям, старшим товарищам, своей истории должна воспитаться со семьи. Предпенсионеры смогут получать алименты. Соответствующий закон подписал Владимир Путин. По нему на алименты имеют право нетрудоспособные граждане, не достигшие пенсионного возраста. Женщины от 55 и мужчины от 60 лет. Правки внесены в Семейный кодекс и опубликованы на официальном сайте правовой информации. Так, алименты люди предпенсионного возраста смогут получать от своих детей и супругов. Раньше таким правом обладали только пенсионеры. Мы спросили мнение экспертов и простых казанцев по этому поводу. Они обязаны это. Дети, родители воспитывали же их, деньги тратили, какое-то внимание было, все это, уделяли же им все. Так что, мне кажется, и дети должны помогать. Каждый должны помогать друг другу. Только тогда будет нормальная и хорошая семья. У них маленький правнук у меня есть, да? Почему я им не дам, если я могу дать? Зачем мне от них чего-то? Большинство детям, наверное, помогает сейчас. Нет таких детей, чтобы все были богатые, все смогли помочь родителям. Но это даже не на законодательном уровне, это должно быть на уровне семьи решаться. Я, извините, своих родителей не брошу, я всегда помогаю. Но государство — это уж другой вопрос. Нет средств для того, чтобы прокормить своих детей. А еще и родители. Понятно, они по возможности помогают, но всему есть предел. Я считаю, должно помогать государство. С одной стороны, что государство, не знаю, как это объяснить, перекладывает, скажем так, свои обязанности, то есть уже на людей. Уж это без алиментов отца, мать должны содержать дети. Но если уж есть такие непонимающие, то этот закон обязательно нужен. Все это говорит, что общество не должно забывать своих граждан и находящихся в таком положении. Те люди, которые имеют проблемы со здоровьем, имеют проблемы с трудоспособностью, нетрудоспособностью, они могут рассчитывать на то, что в связи с изменой пенсионного возраста ничего не изменяется. Там, где в семье порядок, там, где родители внимательно ухаживают за своими детьми, все сделать для того, чтобы они стали достойными гражданами нашей страны и вкладывали в них и средства, и силы, и любовь свою. Наверное, такой
ребенок или сын, или дочь только с радостью будут оказывать помощь, содействовать. В Россию может вернуться летнее время. Законопроект сезонной смены стрелок поступил в Госдуму. Так, по прогнозам, светлого времени суток может стать больше на 200 часов. Как повлияет это на бизнес и что о переводе часов думают предприниматели? Подробно об этом читайте в интернет-газете «Реальное время». Вы смотрите новости Татарстана. Вот о чем далее. Школа любителей правильного бега. Марш! Как спортсмены готовятся к главному марафону года, расскажет Ленар Гинатуллин. К Международному дню театра театральный урок. На этой репетиции я узнал, что они не читают по бумажкам, а текст они уже знают. Вместе с юными зрителями репетицию спектакля в Качаловском увидела Вероника Гайнутдинова. 45 лет на вершине успеха. Сегодня легендарный клуб по водному поло «Синтез Казань» празднует юбилей. За эти годы были российские и международные трофеи. С представителями золотого состава ватерпольной истории казанского спорта пообщался Алмаз Гафиятов. Этот прекрасный плавательный бассейн «Казань Оргсинтез» был построен еще в далеком 1973 году. И ровно через год здесь же образовали новую спортивную команду по водному поло «Синтез Казань». У этого коллектива было все. И взлеты, и падения. Однако золотые годы связывают именно с 2007 годом. Тогда наша команда завоевала все возможные титулы. Кубок России, чемпионат страны, а также международный кубок Лен-Трофи. И тогда командой руководил Владимир Захаров. Эти, как вы назвали, золотые годы, то есть победы, которые «Синтез» выдавал и в Еврокубке, и в внутреннем чемпионате, это плод работы целой команды. Капитаном той непобедимой во всей Европе команды был Ирик Зинуров. Это был его уже второй приход в нашу команду. И тогда он смог внушить себе, а самое главное всей команде, что этот трофей нам необходим, и это чемпионство необходимо нашим болельщикам. Ну что ж, давайте передадим слово самому легендарному капитану команды, а ныне депутату Государственной Думы, а также президенту ватерпольного клуба «Синтез» Ирику Зинурову. Моя первая запись в трудовой книжке – это на заводе «Казань Оргсинтез». И вот сегодняшний юбилей, ну не юбилей, а одна из дат круглая такая, 45 лет, показывает, что если бы не было бы этой поддержки, которую «Казань Оргсинтез» на протяжении всего этого времени поддерживает водное поло. Потому что в России очень мало вообще сейчас осталось у нас топовых ватерпольных клубов. Всех этих трофеев и богатой истории могло не быть, если в свое время руководство республики, а также завода не взяло в свои руки наш легендарный клуб «Синтез Казань». Были приглашены опытные тренеры, игроки, собрался боеспособный коллектив. Нужно было решать финансовые условия. Рустам Нургалиевич Миниханов мне сказал: иди к руководству ТАИФ. Если будут медали, то мы найдем условия. А если их не будет, тогда, я не знаю. Я говорю, ну с таким составом медали будут, мы для этого и продолжаем. И в первый же год они завоевали бронзовые медали. Сегодня в свое 45-летие спортивный клуб «Синтез Казань» продолжает радовать своих болельщиков. И не было практически сезонов, когда наши не оказывались бы в медалях. Совсем скоро плей-офф, а значит в этом сезоне также от нашего коллектива ждем только побед. Алмаз Гафиятов, Марат Зайдуллин, ТНВ, Казань. Женский полумарафон. Сегодня в парке Урицкого прошел забег «Леди Ран-2019». Это своеобразный экзамен для любительниц бега перед вступлением на Казанском марафоне. Удалось ли преодолеть дистанцию и кто пришел на финиш первым, знает Ленар Гинатуллин. Вдох глубокий, руки шире, не спешите, 3-4. Бодрость духа, грация и пластика. Это не урок физкультуры, а разминка перед полумарафоном «Леди Ран-2019». Участвуют любители. 7 недель назад они пришли в школу правильного бега и даже не представляли, что уже сегодня смогут преодолеть полумарафон. Люди прошли курс 7-недельный. Вот сегодня они проверяют свою физическую форму, как они подготовились, на 21 километр. А почему «Леди Ран» же вроде? «Леди Ран», ну, мужчины в поддержку. Как без вас? Главная цель спортсменов-любителей – подготовиться к Казанскому марафону, который пройдет 5 мая. Там дистанция посерьезней – 42 километра. Сегодня пока 21. В забеге смогли поучаствовать любые желающие. Кто не готов к полумарафону, бежит дистанцию покороче – 5 или 10 километров. И вот первые финалистки. На улице
нравится, даже приятнее бегать, такой парк красивый, так что все хорошо, все замечательно. Настроение весеннее, все прекрасно. Кто-то радуется на финише, а полумарафонцам остается еще 16 километров. Болельщики у них есть, дают советы, наливают воду, и даже дети поддерживают и бегут рядом. И вот она, финишная прямая главного забега на сегодня. 21 километр. Эту дистанцию осилила всего 2 девушки. И вот первая финалистка. Давайте узнаем у нее, какие ощущения. Гузалия, скажите, пожалуйста, как дистанция, как ощущения? Ой, дистанция класс, настроение супер. Я огромный молодец. Такие забеги проводятся в Казани ежемесячно. Первый в этом году стартовал 1 января. Спортсмены пробежали 2019 метров и на финише загадали желание. И, по всей видимости, оно одно на всех – попасть на Казанский марафон. Ленар Гинатуллин, Данил Филатов, ТНВ, Казань. В год театра театральный урок для детей. Необычное занятие для учеников детского университета при КФУ сегодня провел художественный руководитель и директор Качаловского театра Александр Славутский. Настоящая репетиция, знакомство с артистами и закулисная жизнь. На уроке побывала и Вероника Гайнутдинова. В театре частый гость, но вот как на уроке здесь впервые. Алина Насибуллина, юная актриса, занимается в студии, но сегодня открыла для себя новый театр. Актеры репетируют с режиссером. Мне было очень неожиданно. Я думала вообще, что актеры репетируют одни. Порчу на моего отца! Она напустила порчу на моего отца! Раз идет, он видит, она... Это не сам спектакль, а его репетиция. Поэтому вот так во время игры режиссер и учит актеров правильной интонации. Для учеников детского университета при КФУ это все необычно. Такой урок для них организовали ко дню театра. Останавливает режиссер, говорит им слова по-другому говорить, а в спектакле уже такого нету. На этой репетиции я узнал, что они не читают по бумажкам, а текст они уже знают. Благодаря театральному уроку у юных гостей есть возможность не только побывать на настоящей репетиции, но и увидеть закулисную жизнь одного из старейших театров страны. Театр называется софит. Это боковые прострелы. Как создается спектакль, как режиссер выбирает актеров и как быстро выучить текст. Юные зрители смогли задать свои вопросы и режиссеру. Как ребенку запало, как он первое посещение в театре его состоялось, как он принял спектакль, как он увидел эту прелесть от столкновения с искусством, так, в принципе, его жизнь дальше и развивается, имеется в виду жизнь театрального зрителя. Всемирный день театра 27 марта. В этот день для всех желающих в Качаловском мастер-классы, творческие встречи и экскурсии в музее театра. Вероника Гайнутдинова, Алмаз Зиадинов, ТНВ, Казань. На этом у меня все. Далее информация о погоде. Я же прощаюсь с вами до следующего выпуска в 21:30. Всего вам доброго. В автоцентре «Марка» весеннее обострение. Автомобили Nissan отдаем без наценки. Заберите свой Nissan без переплат на Чуйкова 54Б. Звоните 4 пятерки 3 единицы. Хадж и умра по доступным ценам от надежного хадж-оператора Думер-Т Хадж. 8 800 555 92 10. 8 800 555 92 10. Новая «Лада Гранта» держит слово. Автоцентр «Парус». Водяная. В кинотеатрах России с 14 марта. В клинике Медел уникальное лечение болей в спине и межпозвоночной грыжи. В клинике Медел уникальное лечение болей в спине и межпозвоночной грыжи. Ежедневно заботьтесь о своем здоровье с помощью интернет-портала «Пациент онлайн». Рекомендации лучших врачей Татарстана, более 5000 товаров. «Пациент онлайн». Сделай выбор в пользу здоровья. Главное театральное событие года «Тантана 2019». 27 марта. В Международный день театра на Камаловской сцене грандиозная театральная феерия. Церемония вручения премии актерам театров Татарстана для зрителей старше 12 лет. Счастье рядом. Этой весной в журнале «Теле7» ваши легкие шаги к совершенству. Откройте свои счастливые страницы. Наши эксперты помогут вам сохранить здоровье, красоту и почувствовать себя моложе. Журнал «Теле7». Свежий номер уже в продаже. Гузель Уразова в Кремле. 30 марта вас ждут Витас, Дина Гарипова, Сагдиана, Айдар Галимов, Ильсия Бадрединова, Элвин Грей и балет Тодес. Спешите купить билеты.
Гузель Уразова в Кремле. 30 марта вас ждут Витас, Дина Гарипова, Сагдиана, Айдар Галимов, Ильсия Бадридинова, Элвин Грей и балет Тодес. Спешите купить билеты. Конечно же, ресторан «Шап» приветствует своих самых уникальных, самых ярких, самых веселых и энергичных гостей. Я прав, друзья, вы поддерживаете? Болгар радиосы тәкъдим итә. Илсия Бадридинова, Венера Ганиева, Ильсаф, Резида Шарафиева, Зубар Хайретдинов, Расим Низамов, Гульназ Асаева, Раяз Фасыхов, Ришат Фазлиахметов, Рустам Закиров, Закир Шахпан, Энвар Нургалиев һәм башкалар. Концерт түгел, могҗиза. 29 март. Пирамида. Здравствуйте! О погоде после полезной информации. Спонсор показа – изготовитель корпусной мебели на заказ ООО «Данил Мастер». Хотите качественный и недорогой шкаф-купе по вашим размерам? «Данил Мастер» исполнит ваше желание. «Данил Мастер», Казань, Восстание 23, телефон 2-167-166. Клиника Фармте. Радиоволновое лечение аденомы и простатита на израильском аппарате Термекс. Без боли, без операции. 292 66 77. Спонсор показа – клиника Фармте. Лечение аденомы и простатита по европейским стандартам, без боли операции, на израильском аппарате Термекс. Телефон в Казани 292 66 77. По данным сервиса Яндекс.Погода, на юго-востоке республики будет пасмурно и снежно. +1, +2. На северо-востоке Татарстана немного теплее, до +3. Пройдет снег. На севере Татарстана аналогичная погода, 2-3 градуса выше 0. На северо-западе республики не обойдется без осадков, будет пасмурно. На юго-западе Татарстана +2, небо будет затянуто облаками. В центре Татарстана весь день будет идти снег, +3. Федеральная сеть медицинских центров «Доктор Ост». Лечение самых сложных заболеваний позвоночника и суставов без боли и хирургического вмешательства. За 10 лет в 10 городах России врачами клиники отменено более 10 тысяч операций. Не терпи боль. Позвони в «Доктор Ост». Безоперационное лечение грыж и артрозов. Автоцентр «Луидор», Казань. Официальный дилер ГАЗ в Татарстане по продаже и обслуживанию автомобилей ГАЗ. Время покупать новый автомобиль с выгодой до 318 тысяч рублей. Только в автоцентре ГАЗ «Луидор». Телефон 8 800 2002 402. В Казани будет облачно, возможен снег. +1, +3. Ветер южный 4 метра в секунду. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 86%. В магнитном поле Земли спокойно. Спонсор показа ООО СМУ номер 12. Торопитесь приобрести однушку и двушку по выгодной цене. ЖК «Приволжский», кирпичные дома с индивидуальным отоплением на берегу Волги. Хотите посмотреть? Приезжайте. Запись по телефону 561 08 81. Жилой комплекс «Приволжский» – это уютные квартиры с индивидуальным отоплением в экологически чистом районе Казани. Звоните 561 08 81.